Телевизионные ток-шоу со знаменитостями популярны, потому что внушают зрителю простую истину. Даже самые успешные остаются наедине со своими трудностями и вынуждены их решать сами. Никто не решит его проблемы за него и не сделает его вмиг успешным. А также они прикованы к телевизору с такой сосредоточенностью, потому что боятся пропустить мимо себя удивительные хитрости и рецепты успеха, ускользнувшие от их внимания. Так, в 2000 году британский социолог Зигмунд Бауман описал общество в своей книге «Текучая современность». И на сегодняшний день его слова приобретают еще большую актуальность. Социальные сети и, в частности, блогеры – это современный телевизор, через который мы узнаем не только новости и мнения селебрити по отношению к различным темам, но и рецепты по решению своих проблем. А вишенкой на этом торте стали так называемые подкасты, ведь в этом формате знаменитостям проще всего в развернутом виде поделиться своим мнением по различным вопросам, и это не вырвут из контекста. Только ленивый сегодня не запустил свой собственный подкаст, и не все из них, к сожалению, качественные. Если сегодня во многом именно подкастеры задают тренды того, как мыслить, то принципиально важной задачей становится попытка разобраться в том, какие ценности транслируются ими и какое направление они задают современному обществу. Джаред Ман – это не первый кыргызстанский подкаст, но это флагман, по сути, и спровоцировавший массовый бум подкастного творчества в стране. Кто они? Созидатели, вдохновляющие креаторов творить, просто грамотные интервьюеры, умеющие раскрыть гостя, или же, может быть, это просто талантливые предприниматели, хорошо чувствующие дух времени? С вами редакция Evidence. Давайте разбираться. Наши видеоэссе — это тоже короткие фильмы со своими центральными персонажами, их мечтами и целями и, конечно же, взлетами и падениями. Поэтому давайте сперва познакомимся с героями нашего сегодняшнего выпуска. Так как в кадре мы привыкли видеть только одного из них, многие из вас, мы полагаем, даже и не догадывались о том, что Джаред Ман — это история двух партнеров, коллег, а позже и близких друзей. Знакомьтесь, это Урмат Насакулов и Изат Мухаммедалиев, два сооснователя Джаред Мана. Обычно эти ребята задают вопросы своим гостям, но сами остаются в тени. Давайте сегодня мы выступим в роли интервьюеров и поведаем вам историю этого проекта. Урмат родился 29 мая 1989 года в Бишкеке недоношенным ребенком на 7-м месяце беременности. В детстве часто болел, диагноз – внутричерепное давление. Кумир миллионов Сюминкул Чокморов в детстве слег с пораженными суставами рук и ног и услышал неутешительный диагноз от своего врача. Если не займешься спортом, больше не встанешь с кровати. Точно так же и болезнь Урмата не оставляет ему выбора, и только спорт помогает ему выкарабкаться и становится неотъемлемой частью его жизни. Он занимался дзюдо, кроссфитом, впоследствии смог даже пробежать полный марафон в 42 километра в Стамбуле, да и по сей день регулярно посещает тренажерный зал. Возможно, именно эти проблемы со здоровьем, берущие начало из детства, и сформировали мировоззрение нашего героя, не готового мириться ни с какими формами несправедливости и лотереи рождения, предопределив его выбор активизма как способа борьбы с ними. Мама работала в кризисном центре Сезим, и он также с детства привык волонтерить и помогать нуждающимся. Урмат с 2007 года по 2012, отучившись в КРСУ на факультете международных отношений по специальности международная журналистика, начинает работать в различных компаниях, занимается предпринимательством и набирается опыта в продажах, который ему в будущем ой как пригодится. Но при этом никогда не забывает заниматься активизмом и волонтерством. Опыт в предпринимательстве и бизнес-среда формируют его интеллект, прагматичный, системный и хлесткий. Он становится проницательным специалистом по продажам, умеющим подбирать вин-вин-стратегии и договариваться с разными клиентами. Его партнер же Изат в каком-то смысле явился его полной противоположностью – мягкий и чуткий креативщик. Он родился 18 ноября 1992 года в Бишкеке, и, как неоднократно отмечал сам Урмат, Изат всегда воспринимался со стороны в качестве человека, который явно вырос в любви. Замечательные родители, создавшие внутри семьи особенный уют и атмосферу с образцовым отношением друг к другу, уважаемые среди родственников. В 2010 году он поступает в университет Манас на отделение экологической инженерии и становится главой Enactus Манас, молодежной организации по разработке предпринимательских проектов, направленных на решение социальных и экономических проблем, что еще больше сближает его с социально ответственными проектами. По окончании обучения в 2015 году он начинает пробовать себя в разных сферах, пробует даже заняться политической деятельностью. В конце концов, в ходе этих поисков история и сводит его с Урматом. Помимо перечисленных выше стимулов стать активистами, главный мотив, окончательно сформировавший наших героев, рождается во время пандемии COVID-19.
Гибель людей, жгучее чувство несправедливости происходящего вокруг. Будущие партнеры вступают в ряды народных дружинников и в составе штаба «Бизбарбас» развозят гуманитарку, еду, лекарства, концентраторы. Ковид, октябрьские события формируют в них четкую идею. Общество пока не готово к качественной политике. С точки зрения полезности, эффективнее не участвовать в политике напрямую, а обучать политграмотных людей и объяснять, как работает предпринимательство. Каждый может быть в политике по-разному, просто нужно найти свою собственную трибуну. Но в то же время трибуну желательно установить и в регионах, ведь именно там есть потребность в качественном контенте, а что на сегодняшний день можно найти в любом селе? Правильно, смартфон, через который можно смотреть подкаст на YouTube. К такому мнению приходят Изат и Урмат и выбирают путь создания сообщества креаторов, джаратманов. Помните, мы уже использовали прежде это слово в другом своем выпуске. Так вот, это название проекта, придуманное Урматом, вскоре станет очень популярным. Что же оно означает? Джаратман – это креатор, созидатель, не путать со словом Джаратхан, означающим «создатель, бог». Изат и Урмат, верящие в то, что креаторство базируется на двух фундаментальных вещах – это продукт свободы и любви, начинают потихоньку строить свое сообщество согласно этим принципам. Изат, умеющий круто упаковывать продукт, и Урмат, который великолепно умеет продавать, разрабатывают первые свои проекты. Но творчество не существует без экономики, нужны ресурсы, инвестиции и, самое главное, идея. На последней работе Изата в офисе ему предоставили возможность бесплатно использовать кучу оборудования для съемки видео, и ребятам приходит в голову идея снять свой первый подкаст. Им повезло, и их вскоре решает поддержать Джумадул Эгембердиев, сооснователь компании Шоро. 9 февраля 2023 года на канале Джаратман выходит их первый выпуск, на сегодняшний день уже набравший 250 000 просмотров. Ролик был снят с микрофонами, по идее, не предназначенными для записи подобных подкастов, но вкусная упаковка, а именно картинка, визуал, атмосфера и сам диалог позволяют джаратманам продолжить свое дело. По словам Урмата и Изата, они, конечно, не отцы-просветители, но желание работать в сфере просвещения позволило им найти этот необходимый баланс – слияние технологий, например, микрофона и тушкииза. Каждый выпуск на грани прошлого и будущего. К примеру, тушкииз, который вы можете увидеть в последних подкастах, был соткан в 1959 году. В том числе именно он и помещает зрителя в это пространство кыргызского быта, где происходят глубокие многочасовые разговоры с гостями о ценностях, традициях и выборе правильного пути. Подобные разговоры могли бы с таким же успехом происходить и в кыргызской юрте. Выбор Шоро в качестве генерального партнера также не в последнюю очередь обусловлен этими причинами: близость к корням, ценности и миссия компании. Они были первыми, кто финансово поддержал Джаратман. Ребята, кстати говоря, довольно избирательны в выборе спонсоров. Букмекерские конторы, компании по производству алкоголя, табачных изделий и прочей продукции автоматически находятся в черном листе. В выпусках мы видим рекламу Куликова, Манчо и Aviasales. В общем-то, на сегодняшний день скорее уже Джаратман выбирает себе спонсоров, а не наоборот. Сегодня главные партнеры Джаратмана – строительная компания NSI и первый цифровой банк М-банк. Финансовая устойчивость, безусловно, является неотъемлемой частью успеха проекта. Чтобы вы просто совсем поверхностно, навскидку, могли оценить этот самый успех, давайте мы приведем вам в пример пару цифр. Право быть приглашенным на подкаст Джаратмана нельзя купить, его нужно заслужить. Ребята не раз сталкивались с предложением снять коммерческий выпуск на канал, и клиенты предлагали довольно неплохое вознаграждение за эту услугу, вплоть до $50 000, и получали отказ. Каждый гость подкаста был лично отобран и приглашен Урматом и Изатом, и подобную принципиальность в вопросе выбора кандидатов, конечно, нельзя не уважать. Гипотетически, конечно, можно представить себе причины, почему не хотелось бы снимать выпуск с гостем даже за огромные деньги. Может, смущал род его деятельности или ценностные ориентиры, ну или он, может быть, даже попросту оказался скучным и не хотелось терять уважение аудитории и делать проходной выпуск. Но еще больше говорит о создателях Джаратмана другой пример. Одна организация предлагала ребятам сумму, сопоставимую с названной выше, в качестве гранта и поддержки проекта. Но нежелание Джаратманов подсесть, скажем так, на грантовую иглу и хоть немного потерять голод и мотивацию развиваться дальше, отговорило их от этой идеи, и они отказали организации. Да, вы правильно все услышали. Ребята, просто боясь утратить мотивацию, отказались от чуть ли не просящихся к ним в руки $50 000. И все это стало возможным благодаря навыкам Урмата по обеспечению финансовой устойчивости, которые позволяют им принимать такую жесткую позицию по отношению к подобным заманчивым предложениям.
Но это ни в коем случае не умаляет заслуг Изата за все время жизни проекта, не пропустившего ни один выпуск, всегда давая ценную обратную связь. Каждый раз во время просмотра выпуска держите в голове, что в комнате также находится продюсер, который неустанно следит за всем процессом, с каждым разом находя способы еще чуточку повысить качество. Во многом именно на нем и держится вся техническая и визуальная часть, все касающееся звука, оборудования и, конечно же, каких-то творческих идей и креатива. Можно с уверенностью заявлять, что именно этот гармоничный симбиоз двух столь по-разному талантливых молодых людей и предопределил успех проекта. Конечно, это ни в коем случае не значит, что Урмат напрочь лишен креатива, а Изат и копейки сам не заработает. Напротив, они очень разносторонние люди, но именно умение работать в команде, довериться видению друг друга и делегировать и сделало Джаратман настолько самобытным и концептуально крутым. А теперь о главном. Чем же так крут Джаратман? Сами авторы проекта отмечают, что дело не столько в аутентичности Тушкииза и эстетичности визуала, хотя и в этом тоже, сколько в качестве самого интервью и грамотной формулировки самих вопросов, которые и раскрывают гостей канала. Давайте проанализируем, насколько это действительно так. Джаратман — это в каком-то смысле своеобразная исповедальня, которая настраивает гостей подкаста на нужную эмоциональную волну. Описанный выше антураж слияния прошлого и будущего, а аутентичность воссозданного пространства современной юрты подталкивает гостей делиться своими сокровенными переживаниями. Давайте обратим внимание на несколько примеров. 10 лет детства, я считаю, что 10 лет детства — это самые счастливые годы мои. Потому что был отец рядом. Но в целом, я считаю, что для меня была большой привилегией родиться в этой семье. Ушу сиздин кыялыңызга ушу жолдун сиз менен тарапташ, сизге эң көп ишенген ушу кыялга эң көп салым кошкон адамдар кимдер болду? Рахмат. Атам болду. Атам болду. Ошо сериалда атаңыз алманы сатып эметкенде. Ошондо ыйладым да, жаш кетти менде да. Азыркы сурооңузга мен өзүм да толкундап атам, кечиресиз, атам болду. Нельзя оставаться безучастным и к трогательному рассказу Руслана Акуна о том, как погиб его отец во время пандемии коронавируса. Выражаем ему свои глубочайшие соболезнования. Мен эмнегедир ойлой берчүмүн да, ошо ата энем мындай карыганга чейин окут депчи. Арты кайырлуу болсун. Да, можно, конечно, сказать, что эти эмоции не всегда были вызваны именно постановкой вопросов, заданных Урматом, но заслуга Джаратмана определенно в создании этой безопасной, комфортной среды, располагающей гостей к искренности. Мы с октября уже активно начали делать ремонт, открытие точек. Это город Москва, да? Да, город Москва. Из Киргизии. Знаете, там покупатели покупали, говорят, а вы откуда? Вы из Киргизии? Из Киргизии? Вы что, там тортики делаете? Знаешь, у многих там людей до сих пор, что мы здесь живем в юртах и на лошадях ездим. У них такое представление о нас. Стереотипное мышление, да? Да, стереотипы есть. Кыргызы народ гордый. Мы маленькие, но гордые. Мысли многих гостей хочется слушать взахлеб. Им сочувствуешь и переживаешь за них. Поэтому двухчасовые подкасты, которые зрители, казалось бы, должны перематывать, на самом деле смотрятся на одном дыхании. В среднем отсматривается минимум четверть выпуска, что является, конечно, поразительным результатом для подкаста на YouTube. Давайте теперь обратим внимание на качество контента. Даже при беглом просмотре подкастов Джаратмана заметно, что качество роликов растет с каждым новым выпуском, а ведущий все более уверенно работает с гостями. Обратите внимание на постановку следующего вопроса. Чтобы не ошибиться в датах, я вот записал для себя. 3 февраля в Южной Америке на горе Аконкагуа, да? Да, это высшая точка Южной Америки. Да, в Аргентине, да? Да, в Аргентине. Вы установили флаг Кыргызстана. Да. 27 мая 2022 года вы сняли флаг Украины на одном из пиков Кыргызстана. Вот многие задаются вопросом, ну, вы устанавливаете флаги на других пиках, да? А у нас сняли флаг, ну, дружественной страны, можно сказать, да? Да. Какая логика в этом?
Да, это очень хороший вопрос, потому что общественность не совсем правильно приняла мое решение. И, вы знаете, я считаю, что когда появился украинский флаг на пике Путина, на Кыргызском хребте, на нашей территории, я считаю, что это все-таки было связано с некой такой политической, внешнеполитической провокацией. И я не хотел, чтобы страна была втянута в какой-то внешнеполитический аспект. Это, на секундочку, был всего лишь второй выпуск Чаратаман подкаста. Качество подготовки к гостям и работа над вопросами для интервью выгодно отличает его авторов от других похожих проектов. Это особенно заметно в темах предпринимательства и спорта, близких Урмату. Вот недавно смотрел выпуск Радислава Гандапаса с очень эпатажным предпринимателем Полонским. Полонским. Да, и он говорит о том, что Полонский говорит, что привычные модели лидерства, когда был лидер и люди, группа людей, которые следуют за ним, уже уходит в прошлое, да? Сейчас новый этап развития, когда лидирует команда лидеров. Вот, и у меня вопрос такой. Вы сторонник вертикальной системы управления или горизонтальной? Абсолютно горизонтальный. Небольшой ликбез для тех, кто не знает, что такое Ironman. Ironman — это дистанция в триатлоне. Максимально, да, насколько я знаю? Да, там нужно максимально. будет проплыть 3,8 километра, сразу же 180 километров на велосипеде и 42. пробежать полную дистанцию марафона 42,2 километра, да? Да. И все это в течение, дается 17 часов, да? Урмат постоянно самосовершенствуется, читает необходимую литературу и смотрит фильмы, восполняя какие-то пробелы в знаниях. Советует различные книги, например, «Мастерство продажи» Мишеля Завадского, стараясь всегда оставаться в курсе последних новостей. Все, что помогает не только качественно готовить вопросы, но и поддерживать разговор с гостями и адаптироваться по ходу подкаста. Когда ты производишь подкаст, здесь все происходит от креативности. Ведущий должен задавать классные вопросы, дизайнеры должны хорошо оформлять, монтажеры должны правильно склеивать. Здесь очень много интеллектуальной и креативной работы. И спикер, гость должен придумывать очень интересные ответы на вопросы. Подкаст — это на 100% креативный продукт. Давайте взглянем на пример интересного вопроса, не только вызывающего интерес гостя, но и подспудно наталкивающего зрителя на размышления, а как бы он сам ответил на него. Эгерде Кыргызстанды бир персонаж катары элестетсеңиз, кандай персонаж болмок? Жакшы суроо. Аябай таланттуу. Мен Урматта элестетмекмин. Акыркы сабакта. Урмат эле. Аябай таланттуу, мээси иштейт. Бир аз жалкоо, өзүнө ишенбейт, өзүн өзү жемелей берет. Оңой жолду издейт. Анан бирок оңолуп кеткенге бардык шарты бар, бардык мүмкүнчүлүгү бар. Конечно, чтобы быть объективными, для полноты картины нельзя не упомянуть и менее качественную подготовку в одном из подкастов. В комментариях под выпуском с Бакытом Эмильджановым некоторые отмечают слабую подготовку ведущего. Во-первых, да, нужно признать, что специфика киберспорта, видимо, менее знакомая Урмату, чем классический спорт, дает о себе знать. Вопросы и комментарии ведущего слишком общие и не знакомят зрителя со спецификой доты. Да, разумеется, тяжело погрузить взрослых байкейшек и эйджейшек во все детали игры, но по подкасту тяжело представить себе даже ее общие очертания. Но больше всего вопросов вызывает второе. Известный в дота-сообществе случай, когда Бакыт неожиданно для всех покинул свою предыдущую команду, перейдя в стан прямого конкурента, из-за чего многие фанаты в тот момент отвернулись от него. Но я знаю, что для моей карьеры, для моих амбиций мне нужно было уходить. Прошу просто отнестись к этому с пониманием. Да, мне довольно неприятно слушать сейчас очень большой хейт в мою сторону. Это был один из ключевых моментов, по которому многие запомнили Зайца, и отсутствие малейших намеков на это в подкасте точно не красит выпуск. Лучше было бы, конечно, дать ему возможность развернуто объяснить свою позицию по этому вопросу. Но это скорее единичный случай. В других выпусках подготовка Урмата впечатляет и выглядит примерно вот так. Ошондо бир жылда 11.800-ге жакын ала качуу болот экен да. Же 24-25 жашка чейинки кыз келиндердин күйөөгө тийгендердин арасында 15% ошо ала качуу менен тиет экен да. Бул деген чоң трагедия да. мындай
эме деген сөз бар осында, голословность деген бар да. Сен так маалымат келтире алган жоксуң сен мага. Сен божомолдо 1 жылда 200 киши ала качат дегенде бүгүн жок ала качуу. Бүгүн ала качуу жок. Бүгүн ала качуу жок, бирок бул кинонун аркасы менен эмес, бул мыйзамдын аркасы менен болот да. Мен сизге мындай маалыматты жеткизип коеюн да, голословный болбош үчүн. ООНдун же Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 24 жашка чейинки күйөөгө тийген кыз келиндердин 13% ала качуу аркылуу күйөөгө тиет дейт да. Хорошо, сен мен талашпай эле коеюнчу, сеники туура деп коеюн. Отдельного упоминания заслуживает и работа над монтажом. Так выглядела анимация знакомства с гостем в самом первом выпуске Джаратмана. А вот так выглядит одна из последних. Дмитрий Бивол, абсолютный чемпион мира по боксу. Если в первых выпусках нецензурные слова не запикивались и немного резали слух, когда ты там унижаешь, оскорбления, когда ты какую-то такую херню несешь, то вот как эстетично это выглядит в выпуске с Ростиславом Ященко. Ну, короче, в целом идет романтизация. У нас же эту романтизацию. Но чтобы понять то, почему Джаратман является флагманом подкастов, нам нужно вернуться к мысли, которую мы озвучивали в первых секундах видеоэссе. В мире, где соцсети и YouTube стали новым телевизором, а общество смотрит подкасты в надежде узнать не только мнение знаменитостей по разным темам, но и получить рабочие инструкции по тому, как они справляются с проблемами, становится важной упаковка продукта. Цепляющее и емкое название на обложке, хуки и нарезки из самых интересных моментов в начале ролика и их правильный монтаж. Я очень боялась, что если я просто выйду замуж, то мою свободу могут отобрать. Как могла бы звучать кыргызская мечта? Мы же очень смелая нация. Вот честно говоря, мы же безбашенные. Кызыктуу тема, бирок түшүнбөй кетип атам. Биздин геномубуз 3 миллиард тамгадан турат. Страх — это смерть, любовь — это жизнь. Глейген, лөкүйгөн бала артыма бирдеме такады да. Азыр кыйкырсаң өлтүрөм. Наличие в ролике сжатых и содержательных мыслей гостей. Если я пропущу хоть одну тренировку, Эверест не случится. И вот представляете, за 7 лет я не пропустил ни одной тренировки. Ни одной? Да. Ни одной тренировки. Өзүнчө коррупция пайда болду. Таластык мафия, жумгалдык мафия, суусамырлык мафия деп мындайча айткандачы. Ким бири-бирине баш ийган киши жок. Анан ким алар? Бүт эле баягы эле менин туугандарым. Конечно, воровство, оно в ресторанном бизнесе, как правило, очень-очень часто встречается. Вот для того, чтобы это максимально уменьшить, это невозможно искоренить капитально. Невозможно. Вот. Но какие-то финансовые такие махинации или там списания какие-то, с этим можно бороться. С этим нужно бороться. И поэтому даже вот когда мы начинали свою деятельность, я просила, чтобы учредитель посадил своего бухгалтера. Это была вот прям просьба, требование. Почему родственников в основном брали на работу и всегда вот им было 100% доверия? Потому что якобы не украдут. Но давайте зададимся вопросом, что важнее, не украдут или недозаработают? В хорошем подкасте можно получить как развернутые мысли гостей, так и сжатые их версии, быстро познакомившись с героем. И знаете, чем примечателен почерк Урмата и Изата? Эта грамотная упаковка продукта прослеживается не только на основном их канале, но и во всех их дочерних проектах. Подкаст «Айчи». Описание канала говорит нам о том, что ведущая Айджана Аденова в непринужденной и юмористической обстановке обсуждает с гостями их истории преодоления жизненных трудностей. Первая гостья проекта, Азиза Бердебаева, на другом подкасте, поделившаяся тяжелой личной историей о сексуализированном насилии в отношении нее от друга ее брата, на подкасте же Айчи рассказывает об этой ситуации, но сквозь немного другую линзу. Жизнь после насилия есть. Можешь рассказать о своих чувствах, как тебе после всего этого, как сложно тебе было доверять мужчинам? Как ты вот прошла какой-то этап, чтобы ты смогла довериться вообще? Та же тема, но немного другой джаратмановский угол, призывающий зрителей не сдаваться, а продолжать искать свой путь и искать светлое среди всего окружающего нас негатива, которого, к сожалению, полно в нашем обществе. Те же идеи прослеживаются и в другом проекте «Спортхаб» с Бексултаном Усиналиевым. Спортсмен в Кыргызстане может добиться успеха, несмотря на все трудности. То есть важно то, что основатели Джаратмана осознают ответственность своего контента и задают некий внутренний созидательный ориентир в него, чего, конечно, с уверенностью не скажешь о каждом блогере, у кого сегодня в руках есть рупор. По-хорошему, конечно, возможность транслировать свои мысли на большую аудиторию должна предполагать сознание ответственности за эти самые мысли.
Видимо, поэтому гостей Джаратмана хочется слушать, потому что мысли, транслируемые ими, также обычно обретают некий джаратмановский почерк. Если вновь возвращаться к аналогии телевизора нулевых, то Джаратман — это познавательные каналы на этом телеке. Все гости по-своему рассказывают о боли общества и о том, как эту боль прорабатывать. Свобода нужна, чтобы быть счастливым человеком. Ты не можешь быть счастливым, будучи рабом. Ты можешь служить для чьего-то счастья, но ты не можешь быть счастлив сам. Все, просто рабство — это отвратительное состояние. Самое отвратительное в состоянии рабства — это то, что рабство — это как рак. От него очень тяжело вылечиться. Есть такая фраза: раб никогда не ищет свободы, раб ищет нового хозяина. Это очень тяжелая фраза. Но вы приходите к пониманию того, что все не будет как прежде спокойно? Однозначно. Что уже мы вступили на такой период, когда будут вот такие кризисы, войны, пандемии, что шатать будет всегда. Слушай, ну я тебе не скажу, что мы не приходим. Мы уже точно Приняли, пришли. да? Мы уже все пришли, приняли, и я всей своей системе это сказал как декларирование от меня. Коллеги, мы находимся в фазе мира, который теперь будет нестабильный еще очень долго. То есть это вот ситуация неопределенности. И горизонт нашего планирования сейчас максимум 1 месяц. Менин тайнем, анан кийин менин энем көбүрөөк мен менен алек болгондор, анан алар мага төрөлгөнү менен эч нерсеге уяттабашыптыр, эч нерсеге урушпаптыр, эч нерсеге кол тийгизмек түгүр мажбурлабаптыр. Бир да жолу өмүрүңүздө бир да жолу андай болгон жокпу? Бир да жолу кол тийгизбейт, бир да жолу кемсинтпейт, бир да жолу уяттабайт. Люди просто, многие думают, что образование — это знание, а образование — это мышление и личность. И в такой школе, как 5-я, где я учился, моя личность претерпевала страшные ломки. Я проходил через очень неприятные там ситуации. Ну, например, типа, что там обычно тебе говорят? Что, самый умный, что ли? Что ты тут разумничался? Я долгое время в жизни реально, мне было стыдно за то, что я умный. Можно сидеть и сетовать на то, как все плохо, а можно встать и начать созидать. И знаете, складывается устойчивое ощущение, что с приходом каждого нового гостя растут и сами Урмат и Изат, напитываясь этой джаратмановской энергией. А потом, безусловно, передают эту энергию и своей крутой команде, и своим новым гостям, продолжая этот взаимовыгодный обмен. Но как масштабировать этот процесс и передать созидательную энергию гостей всем зрителям? Так есть же конкурсы в конце каждого подкаста. Гай Воронский предложил зрителям экскурсию по Куликову и пообещал в течение 2 часов вживую делиться с ними опытом. И такой подход не мог не дать результатов. Один мигрант по имени Руслан, поверив в концепцию джаратманства, вернулся в Кыргызстан, начал выращивать клубнику в Кадамджае и обучать этому соседей и родственников. Именно он выиграл iPhone в конкурсе, написав комментарий под выпуском с Сайпидином Туташевым. Также показательная история бывшего военного Бекджана из Каракола, который, вдохновившись подкастами, приобрел билеты на Джаратман форум, впоследствии открыв свою студию мобильного маркетинга. Но даже не это главное. Он стал гражданским активистом, взявшим ответственность не только за свою жизнь, а в том числе и за общество, развивая свой родной город Каракол и среду. Стоит ли говорить о ребятах из самой команды Джаратмана, во многом благодаря которым на сегодняшний день Джаратман — это уже не просто подкаст, а марафоны, форумы, съемка клипов и создание чуть ли не огромного медиа-холдинга с единой концепцией созидания творческих и полезных для творчества инициатив. И это всего лишь за 3 года. Джаратманство и его огромное на сегодняшний день комьюнити — это крутой, трендовый, креативный лайфстайл и классно упакованная идея, призывающая людей встать с дивана, перестать ныть и начать созидать, которой мы во многом обязаны героям нашего сегодняшнего ролика. Поэтому мы выражаем признательность Изату и Урмату за вклад в продвижение джаратманства, ну и за то, что мы можем использовать их кадры для своих видеоэссешек. А с вами была редакция Evidence. Увидимся в следующих выпусках. Я думаю, что настоящий отказ от эго — это когда ты выбираешь цель, которая намного больше тебя. И ты служишь этой цели. И это всегда про любовь. Когда ты способен полюбить человечество,
когда ты способен полюбить какую-то группу людей, когда ты способен полюбить какое-то дело, которое, и ты его ставишь выше себя, и твое эго растворяется в этом.